Сегодня я не буду многословен, как в предыдущих своих эфирах. Этот случай не мог обойти меня стороной. 19 апреля этого года умер Хамзат Евлоев. Умер не просто человек, а герой ингушской нации. Подрастающее поколение может подражать его мужеству и героическому поступку, который он совершил в 2006 году. В результате бандитского нападения в 2006 году на поселковый отдел милиции станицы Троицкой Хамзат получил сильное ранение. Хамзат своим собственным телом накрыл невзорвавшуюся гранату и таким образом спас всех своих товарищей от неименуемой смерти. Он совершил этот героический воистину поступок, не колебясь и не задумываясь, предпочитая свою собственную смерть, чем смерть многих своих товарищей, которые могли погибнуть от взрыва этой гранаты. В результате этого бандитского нападения и взрыва этой гранаты, которую Хамзат прикрыл своим телом, ему оторвало кисть руки, ему ампутировали обе ноги, в процессе он ослеп и остался инвалидом. 14 лет Хамзат был инвалидом. Я уверен, что к могиле Хамзата не зарастет народная тропа. Пусть Всевышний откроет ему врата рая, да смилуется над ним Аллах. И я больше чем уверен, что в нашей памяти Хамзат останется героем ингушской нации. Это был достойный человек, человек мужества, человек чести, настоящий ингуш, настоящий военах. Теперь я хотел бы сказать несколько слов руководству нашей республики. Как мы можем взрастить подрастающее поколение героев ингушской нации, если мы не увековечим память таких героев, героев нации, как Хамзат Евлоев и многих наших героев? Задумайтесь над этим. Веночок дал ахетом болп, ир заметик дал дяк люльцин, дал геш толцин. Амин.